Второй день не уступает первому по активности голосования. Ильяс Костоев отвечает за пожарную безопасность на 903-м избирательном участке. Он расположился в Доме культуры Сунжи. Заодно мужчина решил не упускать возможности выполнить свой гражданский долг. Пользуясь случаем, я еще и проголосовал. Считаю, что это долг каждого гражданина Российской Федерации. Кандидат должен быть выбран в первую очередь честно, справедливо, чтобы и дальше все было по справедливости. На этом УИКе зарегистрировано более 2000 избирателей. 30% из них оставили свои голоса еще вчера. Сегодня желающих внести свой вклад в будущее страны не меньше. Проголосовать решила и Хади Хашигульгова, мать Героя России, участника СВО Султана Хашигульгова. Женщина неравнодушна к тому, что происходит в стране и республике. Она мечтает, чтобы ее родной край продолжал процветать, а для этого нужно выбрать достойного лидера государства. Очень даже важно за республика духамдис, а дерги дуть эттиш дохад ахак мел ходмдицох, духкач хамдак, дал эхту баб везндял вейнведзе президент хахарже, схахалы вейхоздахат долш. На избирательных участках обязательно должны присутствовать общественные наблюдатели. На 903-м участке они также есть. Часть из них отвечают за общественный контроль, а другие делегированы политическими партиями. За безопасностью следят правоохранители. Голосование проходит очень активно. Вот мы уже сегодня видим с утра, уже было около 10-15 человек, которые уже пришли на голосование. Учитывая, что сегодня раннее утро, раннее время еще. У нас есть впервые голосующие, их 32 человека. Также у нас еще есть выездная бригада, которая должна сегодня осуществить выезд к инвалидам, которые будут голосовать на дому. А на 801-м избирательном участке в Троицком выборы не обходятся без песен и танцев. Никто не проходит мимо. Жители оставляют голоса, а после весело проводят время. Хасан Балаев к выборам президента страны подходит со всей ответственностью. Самое главное – отдать голос за того, кто действительно переживает за страну и весь народ. Голосовать девинуться, они очиеры, вы мягко юкру мутигир, вы тахна президент Харжвич был бы тахан, так вы Харвард дикрли узва, уходили ши дорду, даклацер, качтасер, згулактадар. Ближе к обеду на участке становится многолюднее. Не остаются в стороне и представители казачьего общества. Настоящие патриоты страны обязаны внести вклад в ее будущее. Ведь от этого зависит качество жизни каждого гражданина, отметил атаман Сунжского казачьего округа Ингушетии. Сегодня, голосуя за лидера нашего, мы голосуем за будущее завтра детей, а также и за будущее России. Хочу гражданам нашей республики сказать, чтобы приходили и самоголосовали на выборы, ведь наш голос, от нашего голоса завтра зависит будущее России и также страны. В дни выборов казаки не только голосуют, но и вместе с наблюдателями следят за прозрачностью избирательного процесса. Мы не только на этом участке присутствуем, мы ездим по всем участкам, где это возможно. Поскольку успеваем, значит, мы будем на всех участках принимать участие, как депутаты и как представители от казачества. За 801-м избирательным участком закреплено 2357 человек. Голосование идет без каких-либо эксцессов. К выборам подготовились тщательно. Есть комнаты для матери и ребенка, молельная для ифтара, также медпункт. Есть комната отдыха, есть столовая, где вечером проводится ифтар, разговение участников выборной кампании, то есть это и избиратели, и члены комиссии, и охрана, соответственно. У нас все условия тут соблюдены, очень хорошие условия у всех, все очень хорошо, на высшем уровне. Тех, которые голосуют впервые, ждут приятные презенты. Юные сопровождающие также не останутся без подарка. В третий день голосования ожидается еще больше наплыв избирателей. Напомню, что выбрать лучшего кандидата может каждый, достигший 18 лет. Малика Измайлова, Али Зязиков, Магаз 24.